Астана в один миг могла превратиться в настоящую горячую точку. Двое молодых людей готовили теракт в столице. Нам предложили совершить террористический акт на территории столицы. После принятия присяги террористической организации то, что мы в верном служении, согласились на это. Собирались открыть незаконную исламистскую военизированную компанию под видом охранного агентства. К счастью, планы боевиков были вовремя разрушены. Спецслужбы задержали их еще на стадии подготовки. Я думал, ничего плохого не будет, если мы будем переходить на букингерский контроль, если будем у них деньги забирать вообще. Кто и как побудил их на преступление? Эксклюзивное интервью приверженцев деструктивного религиозного течения. Клятва дьяволу. Акмолинская область. Колония строгого режима. Ерсултан и Даулет – друзья с детства. Родились в Акмолинской области. После школы не смогли реализовать себя. С 2019 года начали исповедовать радикальную идеологию. Джихад делает, это индивидуально несколько человек. Где-то в начале 2020 года начал изучать посредством социальных сетей деструктивное религиозное течение. После этого слушал таких проповедников, как Абу Умар Саслинский, Ахмада Мединского, Саида Бурятского. Начал разделять с ними религиозные взгляды. Они пропагандировали течение вооруженного джихада. Абу Омар Сасетлинский, Ахмад Мединский, Саид Бурятский – псевдосалафитские идеологи из Дагестана, влиятельные фигуры среди русскоязычных и кавказских боевиков. Активно пропагандировали террористические идеи, играли ключевую роль в вербовке и отправке новобранцев на поля вооруженных столкновений на Ближнем Востоке. Раньше вербовка, рекрутство осуществлялись через личные контакты, сейчас в данное время настоящее только через интернет, пространство, через социальные сети. А кто больше всего у нас осуществляет свою деятельность, больше всех контактирует, коммуницирует, это молодые люди через интернет-пространство. Поэтому довольно очень часто они попадают в ловушку к лидерам деструктивных религиозных течений. Очень хорошо применяются методы психологического воздействия, зомбирования на поведение, на сознание людей. Когда появляются общие точки соприкосновения, с девушками они говорят о любви романтической, о том, какая должна быть восточная девушка, что такое семья. С мальчиками они говорят об оружии, о том, как нужно быть богатым, как нужно быть успешным. Это только первый этап установления психологического контакта. Общность интересов, я такой же, как и ты. То есть идет постепенный процесс эмоциональной привязанности к себе. Потом они вводят в состояние комплементарного транса, одевают на его голову корону и говорят, что ты исключительный, что ты замечательный, что именно ты создан для того, чтобы изменить в позитивную сторону наш окружающий мир. Поэтому мы выбрали именно только тебя. То есть приподнимается самооценка личности у этих молодых людей. Она у них и так занижена. Когда в действительности создается образ уникального человека, человек начинает верить самому себе, и ему это нравится. В интернете много роликов, где там бомбежки, вот эти жесть, руины, под руинами, дети, старики и так далее, остаются, и читал, не хватает этого не хватает. Много нужно было средств. У меня было 21 год, я, сами понимаете, это такой возраст, когда ты где-то что-то увидишь, узнаешь, и все у тебя, ты, в общем, сразу уходишь туда, Что делают наши радикалы? Они слушают ближневосточного какого-то шейха-радикала, который дает фетву на всю планету Землю. Где бы вы ни были, там воюйте, либо совершайте хиджру. И фактически это нелегитимно. Да, то есть нелегитимно это утверждение, то, что они подчиняются этим фетвам. Вот в чем интерес. То есть в итоге мы приходим к тому, что корень проблемы покоится в безграмотности. Как правило, я вообще рекомендую
не подписываться на религиозные паблики по одной простой причине. Даже если в этом паблике может быть 9 позитивных контентов, там может быть 1 негативный. Это раз. Второе, в этом же паблике могут быть подписчики из других, более радикальных групп. То есть воронка происходит. Воронки. Ты можешь попасть в конкретно радикальные сообщества. Под влиянием ядовитых идеологов молодые люди вступили в террористическую организацию Хаят Тахрир аш-Шам. Планировали открыть военизированное охранное агентство. Прикрываясь им, собирались получить от МВД официальные лицензии на ношение оружия. Все это нужно было им для ограблений букмекерских контор. Средства, заработанные таким способом, они намеревались отправлять на нужды террористических группировок в Сирии. Хаят Тахрир аш-Шам – террористическая группировка. Основная ее миссия – противостояние правительственным войскам Сирии, участие в гражданской войне для создания так называемого халифата. Мы дали присягу, так называемый баят, террористической группировки Хаят Тахрир аш-Шам. Лидером ее является уроженец Сирии Ахмад Хусейн аш-Шара. Его называют более как под псевдонимом Абу Мухаммад аль-Джулани. Чтобы уж доказать свою верность присяге, свою верность Амиру, Абу Мухаммаду аль-Джулани, нам предложили совершить террористический акт на территории столицы. После присяги что мы в верном служении согласились на это. Это была, как бы сказать, моя идея. И мне нужны были деньги на это. Сняли квартиру, мы туда пришли, там у них уже там готово все было. Флаг там у них был готов. Маски были. Я Абу-Даби поддерживаю. Посредством видеосъемки мы дали присягу, и посредством социальных сетей мы уже отправили пособникам. На тот момент, скорее всего, из-за моего юного возраста она была для меня, скорее всего, как сказать, ближе всего. Я поддавался этому. Может, эти религиозные разговоры, они больше меня вдохновляли. Были в голове мысли, скорее всего, может, я и стану шахидом. Мученик за веру, принял, который мученическую смерть на пути Аллаха. Произнеся текст присяги, новообращенные радикалы отправили ее неустановленному террористу. Далее должны были доказать преданность, совершив террористический акт в столице. Местом проведения выбрали управление полиции Сараркинского района. Ваххабитская идеология опирается на принцип аль-валя валь-бара, да? Принцип любви к своим и ненависти к чужим. Исходя из этого принципа, проблема вот этих вот ДРТ в чем? В том, что они находят в себе оправдание для того, чтобы совершить преступление. То есть преступление совершается с той позиции, что мы правильные мусульмане, мы хотим исламского правления, а вот эти вот, которые существуют, они не мусульмане, то есть они мушрики, они язычники. И значит, можно их грабить, можно насиловать, можно воровать, можно там нефть где-то воровать, где-то это. То есть вот это все для чего? Для того, чтобы помогать там нашим братьям в тюрьмах, для того, чтобы кто-то хочет уехать там на джихад и так далее. То есть под вот этим видом совершались много преступлений. Дерадикализация помогает раскрыть глаза тем, кого намеренно вводили в заблуждение. Людей обманывали, внушали ложные представления, которые не имеют ничего общего с традиционным историческим исламом, существовавшим на протяжении многих веков. Они жертвы манипуляций и обещаний, которые им давали, чтобы вовлечь в сражение, послать на войну, побудив отдавать свои жизни во имя ложных идей. Ислам, которому обучали на Ближнем Востоке, в Сирии, в организации ИГИЛ, не имеет ничего общего с традиционным настоящим исламом, кроме названия. Методология дерадикализации в Казахстане должна быть взята на вооружение теми странами,
чьи граждане уехали на Ближний Восток. Во многих странах молодежь, оказавшись предоставлена самой себе, массово выезжает воевать в Сирию. Если нет подобной программы, то остановить процесс вовлечения в экстремистские организации практически невозможно. Молодые люди будут совершать новые теракты, выжидая подходящего момента. Своим примером Казахстан показывает, что можно сделать, чтобы остановить распространение радикальной идеологии. Задержали молодых людей еще на стадии подготовки террористического акта. Своими смелыми идеями они заработали себе по 8 лет лишения свободы. Оказавшись в местах заключения, оба осознали, что родители не такой судьбы им желали. Я умышленно планировал, готовился, чтобы вот такой-то акт совершить. Там, то есть я там примерно знал, там, столько будет, там, жертвы будут, там, какие. То есть я, получается, признаюсь в этом. Не было знаний религии. Во-вторых, я был молодой и тут как бы наивный был. Мог поверить, толком даже не разобравшись, там, не проверить ничего, поспешно и эти выводы делал. Мой дорогой отец, я полностью раскаиваюсь в том, что я совершил. Прошу у тебя прощения. Я приступил рамки закона. И, находясь здесь, многое переосмысливаешь. Понимаешь, что отец не для этого тебя растил. Молодому просто поколению я хотел бы сказать, интернет не может быть устазом. Чистосердечно раскаиваюсь. Радикализоваться не обязательно значит упаковать вещи и отправиться на Ближний Восток. Джихадистские группы призывают к экстремистским проявлениям по месту жительства. Чтобы предотвратить их злые намерения в Казахстане, создан ряд служб, работающих в этом направлении. Их задача не только помочь выбраться тем, кто попал в экстремистское болото, но и не допустить новых случаев радикализации. Человека за 2 месяца вербуют через интернет-пространство, через социальные сети, чтобы его вытащить из этого состояния зомбирования. Иногда специалистам, теологам, религоведам, психологам приходится тратить очень огромное количество энергетических, человеческих ресурсов, знаний. То есть иногда уходят на это годы.